Militer Rusia memperbarui informasi dari garis depan zona operasi militer khusus di Ukraina per 23 Januari waktu Moskow. Selama sepekan, dari 18 hingga 24 Januari 2025, Angkatan Bersenjata Rusia menyerang 8 serangan kelompok dengan senjata presisi tinggi dan kendaraan udara tak berawak serang, yang telah menghantam fasilitas infrastruktur gas dan listrik penting yang mendukung pekerjaan industri pertahanan Ukraina, serta target industri pertahanan Ukraina. Selain itu, depot senjata, infrastruktur lapangan udara militer, bengkel perakitan, area penyimpanan pesawat nirawak serang, dan area penempatan sementara kelompok bersenjata Ukraina juga terkena serangan. Selama seminggu terakhir, unit-unit grup pasukan Sever menetralisir formasi AFU di wilayah-wilayah Kursk. Serangan udara dan pesawat nirawak, serta tembakan artileri menghantam tenaga kerja dan perangkat keras dari 1 brigade tank, 1 brigade mekanik berat, 4 brigade mekanik, 2 brigade serangan udara AFU, 1 brigade marinir, dan 3 brigade pertahanan teritorial. Secara total, sejak awal operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 652 pesawat terbang, 283 helikopter, 41.395 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti-pesawat, 20.829 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.510 kendaraan tempur MLRS, 20.913 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 30.758 unit kendaraan pendukung militer Ukraina dinetralisir. Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированием мотопехотной бригады ВСУ и бригады Национальной гвардии в районах Волчанска и Малых Проходов Харьковской области. Вооруженные силы Украины потеряли до 40 военнослужащих, 3 автомобиля и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады территориальной обороны, бригады Национальной гвардии в районах населенных пунктов Петропавловка, Новосиново, Глушковка, Новоплатоновка Харьковской области и Новоегоровка Луганской Народной Республики. Потери противника составили более 530 военнослужащих, танк, 3 боевые машины пехоты, 2 бронетранспортера М113 производства США, 16 автомобилей, 7 орудий полевой артиллерии, из них 2 производства стран НАТО. Уничтожен склад артиллерийских боеприпасов. Подразделения южной группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированием 2 механизированных бригад ВСУ и бригады Национальной гвардии Украины в районах населенных пунктов Константиновка, Маяки, Червоная, Часов Яр и Подольская. Потери ВСУ составили до 280 военнослужащих, 8 орудий полевой артиллерии, автомобиль и станция радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, критически важным объектам газоэнергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу украинского ВВПК, а также скоплением живой силы и техники противника в 144 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 29 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В результате активных наступательных действий подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Соленое Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике 5 механизированных мотопехотных бригад ВСУ и штурмовой бригады Национальной полиции Украины в районах Петровки, Дзержинска, Нововасильевки, Новоелизаветовки, Песчаного и Славянки. Противник потерял до 570 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113, 9 автомобилей и 155 миллиметровую самоходную артиллерийскую установку «Краб» польского производства. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием 3 механизированных бригад, 2 бригад территориальной обороны ВСУ и бригад Национальной гвардии Украины в районах Темировки, Разлива, Великой Новоселки, Отрадного и Новополя. Потери ВСУ составили до 180 военнослужащих, 4 боевые машины пехоты и боевая бронированная машина «Макс-Про». Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады и бригады территориальной обороны ВСУ в районах Змеевки, Токаревки, Антоновки и Казацкого. Противник потерял более 60 военнослужащих, 5 автомобилей, 155 миллиметровую самоходную артиллерийскую установку «Цезарь» и станцию радиоэлектронной борьбы. Уничтожен полевой склад боеприпасов. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.